Сегодня снова в гостях у Ирмы, и мы будем готовить грузинское блюдо чакапули из телятины. Это горячее, это мясо с чем-то. Начинаем готовить зелень. У нас здесь тархун, зеленый лук, петрушка. Что еще? Кинза. Зелень мы уже подготовили. Так много зелени у нас уходит на ткемали и на само блюдо. Кстати, какая погода хорошая за окном. Море, солнце, лето. Готовим мясо, телятину. Сколько нам понадобится мяса для приготовления? Минимум 2 килограмма. Сейчас здесь много, около 4 килограмма. Это на сколько человек взрослых? Мажем 4 килограмма на 15 человек. Мы какое мясо берем? Я имею в виду там с жиром, без жира, там грудинка, как это называется у телятины? С какой части? Любой бедра? час можно. Ну, ребра лучше для чакапули. Просто разрезаем на крупные куски, да? Да. Чакапули можно готовить из любого мяса. Из баранины делают, из козлят. Хотя не знаю, как можно из козла сделать чакапули, потому что не жесткое мясо, кажется, да? А вот там мы делаем из телятины. Чакапули также можно назвать пасхальное блюдо, потому что готовится с травой, с ткемали и с тархуном, который вот сейчас начинается метрий сезон. То есть самый-самый свежачок. Ну и таким образом получается, что чакапули это телятина, мясо тушеное или вареное с зеленью. Ну и так как Пасха, у нас тут куличики стоят, яйца. Кстати, я победила в яичном бою. Все, мясо нарезали, у нас получилась вот такая вот кастрюля. Далее мы моем зелень. Сколько, Ирма, здесь примерно килограмм, наверное, да, зелени? Да, побольше. Значит, на эту кастрюлю нужна одна большая кучка кинзы. Я говорю большая. То есть не маленький пучочек, а нормальный такой адекватный. Да, 2-3 штучка. Много зелени надо. Это кинза. Тархун. Тархун. 3 пачки. Там, я не знаю, как упаковано. У нас так упаковано вот так. Да, большая. Да, надо 3-4. На килограмм одна штучка. На килограмм мяса. Здесь раз 4 килограмма. И на килограмм нужно 2 кусочка зеленого. Ткемали. Нет, зеленый лук. Зеленый лук. Самое большее здесь используется зеленый лук и тархуна. Нарезаем зелень. Мелко? Да. Ну, очень вкусный аромат стоит от свежей зелени. Так, сейчас чистим тархун, отделяем листья от стебля. Ну, тархун тоже аромат такой прям неповторимый, очень нравится. Добавили тархун. Видите, зелень уже начинает покрывать мясо. И мне, кстати, Ирма сказала, что в конце будет добавлен еще один секретный ингредиент. Но об этом мы узнаем позже. Продолжаем чистить зелень. Так, теперь мы режем кинзу. Итого у нас получается, используем тархун, кинзу, зеленый лук. Если есть мята, мяту тоже можно добавить. Ну, чуть-чуть. Сота-сота. И вот такая у нас кастрюля, вся покрытая зеленью. Пока еще некрасиво. Пока еще некрасиво? Но мне очень нравится запах свежей зелени.
Он прям такой. Тархуна прям аромат мне обычно очень нравится. И сейчас мы добавляем ткемали. Вот как он выглядит, знаменитый грузинский соус. Он бывает красный и зеленый, а у нас тут зеленый ткемали. Не бывает. Пока краснеет, он зеленый. А потом, Так я делала когда красного спелые... цвета и зеленого цвета. Нет, есть желтого цвета. Что, желтого Зеленый цвет только есть, когда Молодой. молодой. Поэтому мы из молодого тоже готовим ткемали. Поэтому... Понятно. Так. Ну вот, все, мы добавили ткемали. Видите, как красиво все. Соль, перец. Сейчас добавляем. Красный перец. Красный перец, сушеный только. Это будет Так. острое блюдо, да? Соль из чирончика. Почему я называю его чироном? Нет, ну реально похож на чирон. Ну, пока потом соли можно добавить по вкусу. И Воду мы готово. не добавили, сразу закрываем крышкой на маленький огонь. Правильно? Да. Потому Средний. что мясо будет томиться в собственном соку. Так, еда наша готовится. Где-то примерно 1,5 часа будет стоять на вот таком вот маленьком огне. Аромат уже пошел. Это все в собственном соку, еще раз напоминаю. Сколько нам еще времени осталось примерно ждать? Ну, наверное, час. Еще где-то час, да, примерно? Потом где-то 1,5 1,5 часа Я сейчас должна помешать. помешать. Да. Вот так. О, ну запах очень прям такой, а. Когда уже телефоны научатся запахи передавать? Чем занимаются разработчики Apple? Скоро. Да, надо. Но при таком огне, получается, мясо должно быть очень нежным, правильно? Да. Ну, включай. Мясо немножко надо отойти от костей. Ну, почти Это как гуляш, готово. Да, получается, да, должно да. быть? Ну, еще чуть-чуть надо. Наверное, полчаса еще. Ну, вот видно, что бульончик стал уже зеленого цвета, потому что зелень, она вся Да. сварилась уже в собственном соку. Аромат очень такой прям приятный, такой мягкий какой-то. Так, добавили еще немного соли. Но аромат мне очень сильно нравится. И можно чуть-чуть воду добавить, если сок не хватает, да, и долго варится. Можно чуть-чуть воды добавить. Сейчас мы добавляем наш последний секретный ингредиент. Не знаете какой? Бокал белого вина. Ой, такие ароматы, Ирма. Да. Я уже хочу кушать опять. Ну да, вот видно, что уже там косточки отдельно плавают, мясо отделяется. И отключаю. И сколько должно постоять так? Так, все уже готово. Уже можно кушать? Да. Скоро нам будет приятного аппетита. Начинаем пробовать. Что у нас получилось? Ну реально, кстати, вкусное мясо. Ложка. Очень вкусное мясо, смотрите. Кусок. Вы даже кусать его, даже откусывать не надо. Он реально, ну как гуляш, наверное, что ли. Он прям нежное мясо. Спасибо большое, Ирма.